Здравствуйте! Сегодня будем делать расклад на отношения, отношения на расстоянии. Расклад будет общий по просьбе моей подписчицы. Так. Так, сигнификатор. Во-первых, настройтесь на ситуацию, загадайте вашего партнера. Сейчас мы посмотрим сигнификатор вашего партнера на сегодняшний день и сигнификатор вас на сегодняшний день. Так. Сигнификатор партнера на сегодняшний день у нас выходит такой человек очень традиционных взглядов, такой очень в какой-то степени скупой на эмоции, что ли, такой. Так, ну мы будем дальше смотреть. Сигнификатор вас, десятка пентаклей, это карта семейная, то есть возможно, вы сейчас находитесь рядом со своей семьей. Так. Что партнер думает о вас на сегодняшний день? Что вы думаете о нем? Так, ну посмотрите, что он думает о вас. Конечно, здесь есть двойка кубков, то есть карта влюбленных. Но что ее окружает? Окружает карта смерть и семерка мечей. Карта смерти — это как будто бы что-то отмерло в ваших отношениях и как бы началось заново. Может быть, у человека были какие-то прошлые отношения, они у него закончились, и он как бы вот с вами начал встречаться. Либо у него был какой-то кризис в жизни, скажем так. Ну, в общем, карта того, что что-то осталось позади, что-то отмерло и начинает расти заново. Вот, значит, карта влюбленных. Но еще вот карта семерки мечей говорит о том, что есть какие-то недоговоренности, недомолвки, может быть, некий обман, какие-то недосказанности. Так, дальше, что вы думаете о нем на сегодняшний день? Вы мечтаете о нем по карте семерка кубков, может быть, даже немножко его идеализируете как-то. И вы находитесь как бы в таких терзаниях. То есть, во-первых, вы в карте выбора. Вы что-то строите, какие-то планы. Может быть, думаете, как все может дальше продолжаться. И как бы не можете найти, наверное, как-то компромисс с этим человеком, потому что здесь карта, на которой изображены люди, которые не могут построить единую композицию. То есть, может быть, вы как-то не можете со своим партнером договориться о чем-то, то есть прийти к каким-то консенсусам, компромиссам. Вот.
Так, дальше смотрим, что партнер на сегодняшний день чувствует по отношению к вам. Он тоже находится в выборе, так же, как и вы. Так. Аж две двойки. Двойки — это у нас чаще всего выбор. Но посередине у нас есть женщина. Женщина — это как бы чаще всего проигрывается как тайная женщина, то есть, возможно, как любовница. Либо вы находитесь в позиции любовницы, либо у него есть какая-то женщина, либо еще это может проиграться так, что у партнера есть все-таки от вас какие-то тайны. Вот, потому что вот на него выпадала 7 мечей, да, как я уже говорила, карта каких-то недоговоренностей, карта обмана, так скажем. Так, что вы чувствуете к партнеру на сегодняшний день? Так. Смотрите, вы выходите здесь королевы жезлов, женщина огненная, может быть огненного знака зодиака, может быть просто сама по себе такого очень вспыльчивого, страстного, теплого характера, то есть такая творческая натура, может быть, ну скажем так, зажигалочка такая. Вот, вас к этому партнеру очень сильно тянет. И вы, возможно, обладаете такими качествами, как, ну, скажем так, приручить партнера своей мудростью. Вот, но дело в чем? Дело в том, что вот самая первая карта на чувство выпала карта башня. Карта краха, карта разрушения чего-то. То есть ну, в данном случае, в данной позиции не очень хорошая, конечно, эта карта выпала. Так, почему есть разрушение? Какой крах? Здесь у нас, так, крах чего? Ну, возможно, кто-то из вас ушел в отшельничество, то есть ушел в себя, закрылся и еще как бы вот так вот обороняется, пытается как-то спорить. Так, что здесь может быть? Может быть, выяснение какого-то конфликта? Ну, в общем, однозначно, как бы по карте башни можно сказать, то, что была какая-то ссора. Так. Так. Есть ли перспектива отношений с этим партнером загаданным? Ну, в принципе, есть. То есть выходит карта девятки пентаклей, то есть карта, намекающая на то, что вы будете в достатке, то есть все у вас будет. И карта шестерки мечей говорит о том, что как бы идет перенаправление с одного берега на другой, то есть
Возможно, человек как-то проявится к вам, то есть он, ну, скажем так, с одного берега на другой переправится и переправиться вот к этой женщине. Здесь в данном случае это как бы к вам имеет отношение. Ну, то есть перспектива отношений есть, однозначно. Так, еще моя подписчица задавала вопрос, будет ли встреча, да? Будет ли встреча? Ну, в принципе, по этой карте можно сказать, что будет по шестерке мечей, но мы еще раз спросим, будет ли встреча. Так. Если встреча будет, то она будет... Карта звезда обычно говорит о далеком каком-то будущем. Вот. Встреча может пройти не совсем, возможно, так, как вы хотели бы. Каждый будет обороняться и будет ждать подвоха от другого партнера. Так. Но выход из этого кризиса, который вот если у вас есть какая-то ссора, действительно, выход из этого кризиса будет, потому что пятерка мечей, ой, извините, пятерка кубков это карта дает все равно надежду на развитие отношений. Да, если сейчас, возможно, ваши кубки опустошились, но сзади человека все равно стоят еще два. Просто человек еще не заметил то, что выход из этого состояния на самом деле есть. Вот. Так. Как в целом пройдет встреча? Еще зададим такой вопрос. Карта ностальгии выходит, то есть все равно будет воспоминание о хорошем с вашим партнером. Карта ностальгии. Возможно, что-то будете выяснять по карте справедливость, прояснять какие-то моменты. Но вначале будете отстранены друг от друга, будете, скажем так, скрестившие руки и ноги, будете как бы смотреть друг на друга, потом вроде начнете что-то выяснять, и все-таки шестерка кубков победит в том плане, что, скажем так, хорошие воспоминания в ваших отношениях все равно победят, и все будет хорошо. Так, давайте спросим совет карт Таро для вас. Очень интересные карты. Ну, в принципе, здесь вы стремитесь друг к другу с этим партнером, то есть стремитесь как-то соединиться, но будете выяснять отношения. Вот. Но, в принципе, все равно будет победа по карте шестерка из жезлов. Тут у нас что-то вообще прям криминальное творится вот по этим трем картам. Туз жезлов. Ну, это у нас шансы на получение любви, получение, скажем так, страсти. По дьяволу можно сказать, что вас очень сильно, конечно, притянет к друг другу. В общем, можно сказать, что будет бурное выяснение отношений. Вот, но все-таки как-то все равно карты нам говорят о шансе на любовь, о шансе на страсть. Туз жезлов — это сексуальная привязанность, и дьявол — это тоже сексуальная привязанность. Вот. Конечно, немножечко, чуть-чуть меня смущает карта дьявола здесь. Что она означает? Что карта хочет нам сказать?
Ну, в общем, перемирие будет у вас, если вы действительно находитесь в ссоре. Ну вот, что-то карты говорят про какую-то финансовую, может быть, нестабильность. Ну, во-первых, аккуратнее будьте с деньгами. И что еще? Вообще, семерка пентаклей карта, где человек сажает урожай, и этот урожай не приносит должных плодов. Да? Так. Смотрите, вышла тройка мечей. Это чаще всего на наличие третьего лица нам намекает. Если все-таки есть наличие третьего лица в ваших отношениях, я не знаю, кто это может быть. Может быть, у вас есть мужчина, еще один. Может быть, у вашего загаданного партнера есть женщина. Вы, в принципе, справитесь с этой ситуацией и выйдете из нее, и как-то вот начнете все заново. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях по поводу этой ситуации, потому что здесь эта ситуация немножко требует уточнения, потому что у меня изначально не было фактически никаких данных о моей подписчице. Вот. И если что, мы потом дополним расклад. Так, ну и что напоследок нам карты еще все-таки скажут? Девятка кубков. Наполненность любовью, некая одурманенность любовью, карта любовного напитка. Ну, в принципе, хорошая карта, то есть будет ощущение полноценных каких-то отношений, будет ощущение, ну, скажем так, хорошие будут чувства на душе. Так, ну вот пока так вот могу сказать. Будем дальше делать наши расклады. Спасибо вам большое за просмотры. В общем, пишите комментарии.